вместе с радио «Эхо Москвы». Персонально ваш. Здравствуйте, в прямом эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе, и у микрофона Руслан Валиев, а в гостях программы «Персонально ваш» председатель Совета директоров Башинформа Ростислав Мурзагулов. Добрый день, Ростислав. Здрасте. Я напоминаю нашим радиослушателям, что поскольку мы работаем в прямом эфире, вы можете присылать нашему гостю свои вопросы с помощью СМС-сообщений и с помощью сообщений в мессенджере Telegram. Номер для отправки +7 927 304 1051. Отправляя вопросы, не забывайте, пожалуйста, подписываться, а также смотрите наш эфир, вот как раз в прямой трансляции в Фейсбуке и на Ютубе, которая уже запущена. Ну и на моем Фейсбуке тоже, соответственно, как вы только что поняли. Да, Ростислав сделал репост на своей странице, поэтому тоже можете смотреть. Ну что, у нас чуть больше месяца прошло с момента последней встречи, и довольно-таки много интересных тем накопилось. В частности, сегодня непосредственно в Советском суде Уфы проходит рассмотрение дела об аресте бывшему министру земельных и имущественных отношений Евгению Гурьеву. Он был задержан, были проведены обыски. Между тем, вот его супруга сегодня в утреннем нашем эфире по телефону рассказывала, что, в общем, его судят ни за что, и якобы происходит сведение личных счетов, и что дело активизировалось, на самом деле, с приходом новой команды. Вот как вы можете это прокомментировать? Ну, это очень дерзкое заявление, потому что я, конечно, свечку не держал, но, в общем-то, действительно, никто и не скрывал, что, в общем-то, дело активизировалось с приходом новой команды, и действительно, очевидно, во время бесед Радия Фаритовича в Кремле перед его приездом сюда, еще раз подчеркиваю, я не могу наверняка говорить, но у меня есть ощущение, что беседы были и в том числе на предмет того, что тут происходило в рамках правоохранительной системы, а также отдельных людей из исполнительной власти. Потому что, вот мы жили, конечно, далеко, и, в общем-то, не сказать, чтобы обо всем знали происходящем здесь, но то, что долетало, в общем-то, наводило на печальные размышления перед возможной поездкой на родину. И, конечно, я уверен в том, что Радий Фаритович просил кураторов и правоохранительной системы, и борьбы с коррупцией, внимательно, так сказать, отношение обеспечить к этой проблематике. И уверен, что это отношение было обеспечено со стороны руководства государства. Собственно, а на что тут обижаться-то? Если, знаете, так много дел, где так все сомнительно, то, наверное, там дыма без огня-то нету. А почему это так работает? Я имею в виду правоохранительную систему. То есть она ждет смены команды, она ждет неких пожеланий, да, от нового руководителя, который скажет: ну что, ребята, теперь можно работать, можно расследовать. Почему раньше никто это не делал? Ну, это не ко мне вопрос, на самом деле. Возможно, силовики тоже думают, что там есть губернатор, который там, так сказать, может быть, там где-то там какие-то документы не покажет. Или не губернатор, может, какой-нибудь премьер-министр. Ну, обычно в таких ситуациях, возможно, так бывает. А может быть, и сама правоохранительная система где-то, тоже хромает. Потому что, насколько мы знаем, вся история началась с ареста неких больших людей в больших погонах. Вот. И, собственно, может быть, и в этом была тоже причина. Раз, собственно, сам человек в погонах был настолько красив, что его сейчас арестовали, то, собственно, что было к нему обращаться-то? Вот. Так, ну и тогда следующий вопрос. Республика наша отметила столетие своего создания, да, как рядовой сабантуй, некоторые говорят. Правда ли, что администрация считает этот праздник неким чужим, да, таким хамитовским? Нет, дело не в хамитовскости этого праздника. К Хамитову совершенно спокойно и нормально относится глава республики нынешний. Я думаю, что дело просто в том, что, насколько я знаю Радия Фаритовича, у него приоритет совершенно другие. С первого дня работы, что здесь, что в Красногорске, что, собственно, тогда, когда мы здесь в прошлый раз работали, он как-то заточен на такие очень, очень простые проблемы людей, которых тут 4 миллиона человек, а не несколько тысяч, у которых есть дело до столетия республики. Потому что, наверное, столетие республики для политиков, для историков, для людей, так сказать, которые изучали эти вопросы вхождения республики или добровольного, или недобровольного, и так далее, казуистику, все это, наверное, это важно, да, эта дата. Но для Хабирова, конечно, даты эти тоже он помнит, и он провел это мероприятие, и хорошие большие гости из Москвы были, концерт хороший был, и по телевизору показали. Но я думаю, что важнее гораздо для него то, что он больше, по нему просто даже видно, увлечением делает, дворы подметает, там
Ну, и про так далее. дворы это еще Да. мы обсудим. Ну вот просто, опять же, вроде и говорится, и делается, что нужно инвестиции привлекать. И даже не инвестиции, а федеральных денег больше. А под это дело как раз соседний Татарстан умело все эти годы деньги привлекал. Так, Почему а бы это вот- как раз, собственно, и было сделано. Как раз вот эти сейшны с теми людьми, которые могут либо федеральных денег дать, либо собственных денег вложить, как бы они такие вот тусовки и были проведены. То есть как бы он перед ними оттанцевал, я все это видел, прямо вот благодарил всех приглашал, всем все гарантировал. Поэтому эти все люди все услышали, вы не переживайте. До них как раз сигнал дошел, да и для них пели вот звезды. То есть дело же не в том, что там вот чиновники собрались там в Москве и здесь, чтобы там вот тусануть хорошо. Вы поверьте, вот чиновнику как бы самое большое счастье вечером — это не тусануть с другими чиновниками, а увидеть своих детей, которых они редко достаточно видят, если они хорошие чиновники. То, собственно, это было проведено именно для того, чтобы вот с этими людьми, которые принимают решения о том, будут инвестиции в республику федеральные или бизнесовые, или не будут. Вот с этими людьми для того, чтобы их там повеселить, показать им концерт хороший, показать им Эльдара Абдразакова, Оскара Абдразакова, всех остальных, Спивакова, вот, соответственно, всех других ярких выходцев из республики. Вот, и, собственно, ровно для этого все это и было сделано. Мгм. Ну вот опять же, да, даже если эта тема интересует больше отдельно взятых историков, там, политиков, возможно, журналистов, все-таки, да, не кажется ли вам, что вот на федеральном даже уровне эта тема умышленно замыливается как-то, да? То есть, например, Москва с большим удовольствием отмечает там 450-летие вхождения в состав, а вот получение некого суверенитета как-то вот не хочется об этом говорить. Президент Путин, в конце концов, не приехал в Уфу. Ну, я, насколько знаю, президент Путин в Уфу приедет, он собирается, график у него довольно плотный, он не может 2 раза в месяц приезжать или там, там 2 раза в квартал. Вот. Поэтому я тут никаких козней не вижу. Президент России подписал указ о праздновании. Каких-то так проблем с сепаратизмом в России, по-моему, уже давно нет, ни в одной из республик или других регионов. Честно говоря, проблема, кажется, надуманная, и мы в этом ключе не думали и не переживали на эту тему. А И тем более не было никаких сигналов из Москвы. Когда ждем Путина? Ну, я не могу говорить, когда мы его ждем. Мы всегда его ждем, но есть уверенность, что он приедет, конечно. Ну, вот был бы повод, да, то есть заодно и другие вопросы порешать, и как бы столетие отметить. А Ну, тут надо, вот... да, здесь надо у него спросить, когда он приедет. Он приедет точно. Хорошо. А вот Рустем Хамитов, да, предыдущий глава республики, отсутствовал на торжественном собрании, при том, что Муртаза Рахимов там был. Это как-то объясняется? Ну вот, опять-таки, вот вы ищете какой-то подвох, ну, например, мы с Рустемом надо Закичем что-то вот смотреть, кто был, кто не был. сидели вместе на футболе в Москве, сейчас на ФК Уфа, ЦСКА, и совершенно нормально поздоровались, были друг другу рады. Я не вижу противоречия между командой ушедшей и командой пришедшей. В общем-то, ну, если думать, что вот он не пришел, потому что вот он решил как бы какой-то, так сказать, какой-то протест таким образом продемонстрировать. Я не думаю так. Я думаю, скорее всего, дела какие-то были, он же работает. Ну, приглашен он был наверняка. Конечно, да? загодя все как полагается. Буквально перед началом вот этого самого главного момента празднования ФСБ арестовала политика Айрата Дильмухаметова, который в том числе заявлял о своих выборных амбициях, да, осенью этого года. Вот почему это происходит? Зачем? Для чего? Как? Знаете, мне тоже ужасно обидно, когда что-то происходит вот подобное с талантливыми, умными, интересными людьми. Но ведь каждый сам решает говорить что-то, писать что-то, организовывать что-то, зачем следует вот подобные действия ФСБ. Мне жаль, что многие, еще раз говорю, яркие люди в нашей республике вот по этому пути пошли. Я не думаю, что это правильный путь. Даже если их что-то не устраивает в государстве или в мире, в котором они живут, в общем-то, протест вот такой вот радикальный, он ведь никогда не приведет ни к чему хорошему. Радикализация всегда приводит только к крови, к столкновениям, к гибели людей. И поэтому могу только здесь пожать плечами, посочувствовать родственникам, безусловно. Я многих родственников и сам знал, многих людей, которые сейчас, в общем-то, где-то или посидели, или могут сесть. Мне, еще раз, я искренне им сочувствую, но надо было, наверное, выбирать другой путь. То есть он сам виноват, получается, в том, что такая ситуация? Ну, вы знаете, дыма без огня, опять-таки, как вот он, думаете, что там, ФСБшники за него, что ли, все это сделали, там, не знаю, все подсунули, все подмешали, я не думаю, что это так. Да, есть конкретное видео годичной давности с апреля прошлого года, где он просто рассуждает, что вот у нас суверенитет стало меньше, как бы надо бы побольше, надо бы пересмотреть отношения, но никаких там, я не знаю, выходов из состава России. Я там, не знаю детали его дела, но еще раз, все-таки мне пока Россия не кажется такой страной, где могут посадить за рассуждение на видео о том, что вот маловато суверенитета. Я думаю, что, наверное, какой-то состав где-то они и увидели. Не просто так. Потому что, вот мы с вами спокойно сидим, разговариваем в студии «Эхо Москвы». Здесь там до час назад сидели люди Навального и тоже так же спокойно обо всем рассуждали. Но, слушайте, никто же не сел там на несколько лет из них. Соответственно, значит, наверное, пока как бы какая-никакая свобода о чем-то говорить у нас с вами тут есть.
Ну, с одной стороны, вроде вы правы, но с другой стороны, опять же, он заявлял о политических амбициях. Да, мы не знаем, как в конце концов все вышло бы, да, но он вел какой-то дискурс политический в нашей То есть республике. вы думаете, что ФСБ посадило его, потому что он был опасен действующей власти? Не знаю, смешно, пытаюсь найти как-то... Руслан, согласитесь, но это смешно. Реальный рейтинг поддержки у него был невысоким, зарегистрироваться как кандидат он не мог, потому что он имел срок еще, я так понимаю, условно отбывал его. Кроме того, еще нужно прособрать 5% подписей депутатов. А кто бы подписался за Айрата? Все-таки он слишком резок в суждениях, и вряд ли у него нашлась бы такая армия сторонников. 5% депутатов от 10 тысяч депутатов, которые у нас есть, это очень много. Угу. Но в результате вот мы не имеем сейчас никакой дискуссии. Да? У нас действительно выборы приближаются с каждым месяцем, а ни конкурентов, ни кандидатов пока не заявлено. Вот все очень тихо проходит. Ну, я думаю, что конкуренты и кандидаты, наверное, безусловно, они будут. Мы, насколько знаем, вообще есть, в общем-то, такая достаточно активная подготовка со стороны парламентских партий. И если я правильно понимаю, то и некие либеральные силы тоже своих кандидатов готовят. Я уверен, что кампания будет интересная на самом деле, потому что даже с учетом того, что, да, многие понимают, что у Хабирова очень высокий рейтинг, все-таки даже когда участвуешь в соревновании с кем-то, у кого высокий рейтинг, то это хороший шанс для политика всегда заявить о себе. Поэтому, конечно, к этим выборам внимание очень большое и в Москве. Вот я там был в командировке, общался с друзьями, и, конечно, во всех лагерях политических люди говорят о том, что они бы очень хотели поучаствовать и что они очень постараются это сделать. Ну, а у серьезной политической силы, конечно, есть возможность поучаствовать, потому что среди тех самых 10 тысяч депутатов, конечно, могут найтись люди, которые могут поддержать не только «Единую Россию». Как вы знаете, большинства такого прям уж большого у них сейчас нет. Угу. Ну, есть еще два вопроса, которые касаются выборов. Первый такой организационный, да. Председатель ЦИК Республики Хайдар Валеев объявил об отставке, несмотря на то, что его срок еще не заканчивался, да. Значит ли это, что, в общем, его работа, скажем так, не устраивает нынешнюю администрацию республики? Почему он все-таки ушел? Ну, вы знаете, Хайдар Валеев чиновник опытный и, в общем-то, достаточно, я думаю, что эффективный, но мне кажется, еще раз, об этом можно со стороны только судить, поскольку Центральная избирательная комиссия, она сама решает, кто у них будет, в каких регионах ее представлять. Но мне кажется, что все-таки с приходом Эллы Памфиловой, наверное, большие шансы руководить избирательными комиссиями в регионах есть у людей, так скажем, больше ее склада, да, у нее репутация такая, скажем так, кристального законника, да, и борца за права человека и свободу. И, в общем-то, я думаю, что такие же люди, так скажем, более-менее на нее похожи, они нужны, наверное, ей, и ее соратникам, и в других регионах. И это, наверное, правильный подход, потому что, выборы должны быть легитимными, и, собственно, иначе в наш цифровой век люди сами найдут способ организоваться и какие-то другие формы найти, так сказать, выражение своего мнения. Поэтому все это понимают в стране. Получается, ей такого склада люди не нужны, а Радию Хабирову в администрации нужны. Ведь Хайдар Валеев остался. Он ведь и был кадровиком, собственно, еще в начале 2000-х годов. Я вам могу сказать, что исключительно эффективным. Он знает каждую собаку в республике. Он ведь такой, человек-то очень неглупый и очень такой давно работающий в этой всей системе. Конечно, разбрасываться людьми с таким багажом, конечно, не стоит. Конечно, он должен работать. Что давайте сейчас всех отставных чиновников отправим на биржу труда, и чем это закончится? Угу. А кто будет работать? А конкретно за какие кадровые вопросы он будет отвечать? За все назначение министров даже, да? Или на каком уровне? Мне сложно сказать, я в администрации не работаю, за какие именно он будет кадровые вопросы отвечать. Но, насколько мне известно, все-таки, когда Ради Хабиров формирует свою команду, у него человек, отвечающий за одно направление, он за него отвечает. Я думаю, что, конечно, Хайдар Валеев, он, наверное, должен будет быть активным в направлении поиска, и, наверное, может, и глав, может, и министров. Но, в общем-то, скорее всего, и основное, конечно, наверное, это среднее звено чиновничества, на котором, на самом деле, очень много держится. Я думаю, что это будет тоже важной задачей для него. Сейчас как дела с этим обстоят? Да? Более-менее основное формирование команды произошло, кадровых решений стало меньше, да, скажем, они иногда возникают, но уже не так активно, как в первые месяцы. Не знаю, кадровый голод, о котором любили в последние годы говорить, он ощущается в республике или все-таки все нормально? Зря пугали народ. Кадровый голод, наверное, он в стране ощущается, поскольку все время ищутся какие-то лифты, какие-то возможности поиска каких-то новых пластов, людей, которые могут привнести что-то новое в государственную машину. Поэтому появляются конкурсы типа «Лидеров России». Насколько я знаю, в Башкирии тоже прорабатываются варианты проведения своих таких массовых исследований, так скажем, рынка труда в целях выискивания тех людей, которые по каким-то причинам на госслужбу или около государственную службу не идут сейчас.
Я думаю, что это, в принципе, процесс, который должен быть перманентным, потому что жизнь на месте не стоит. Люди должны появляться, циркулировать все это должно. Собственно, я как политолог, как, в общем-то, социальный философ могу подтвердить, что без этого любая система обречена на коллапс. Потом срабатывает железный закон олигархии Михельса, и система коллапсирует, как правило, революционным способом, что еще раз никому тут не нужно. Вот к нам приезжал в Сибай политолог, блогер Никита Исаев, и, в общем, история разрослась, да, до федерального уровня вышла, была встреча с жителями, точнее не так, Ради Хабиров до этого встречался с жителями Сибая, вроде эта встреча прошла в деловом ключе, а вот потом после приезда Никиты Исаева как-то все пошло, вот я не знаю, в разнос, да, Ради Хабиров довольно эмоционально высказался по поводу гриппозных носов, и более того, поддержал тех людей, которые напали на гостя, по сути дела, республики. Вот почему так происходит? Руслан, знаешь, я вот не работаю как бы в администрации Хабиров, да, я свое мнение как бы не прошу считать его там как бы каким-то официальной позицией, чем-то еще, да, но я вам могу сказать, что, слушайте, а почему вы называете политиком этого человека? Политологом. Почему? Ну, или политологом, хорошо, как бы, или общественным деятелем, и тем более гостем республики. Слушайте, настроение сибайцев мне очень хорошо известно как руководителю медиахолдинга. Поверьте мне, мои журналисты оттуда не вылезают, и они освещают любую маломальски серьезную, действительно реальную проблему любого сибайца. И больше, чем для Сибая сделал за последние месяцы Хабиров, да никогда в жизни никто не делал. Вот ни один человек, даже выходец там из Сибая, который был тогда премьер-министром. И сибайцы это видят, понимают. И в Сибае одобрение деятельности Ради Хабирова очень высокое. И еще раз вам могу сказать, что вот это мое оценочное суждение. Вот и господин Исаев может сколько угодно подаваться на меня в суд, но я считаю, что его истинные мотивы — это далеко не защита интересов сибайцев. Его истинные мотивы — это желание поторговать чем-то и чего-то заработать. Вот это глубокое мое убеждение, более того, основанное на некоем знании. Вот вам и вся история. Поэтому, господи, ну да, какие-то ребята его неласково там встретили. Ну, Хабиров сказал, что это правильно, имеет право так думать. Я тоже так думаю. Ну, оправдывать насилие, разве это хорошо в современном обществе? Я что-то не помню, что там было какое-то насилие. Ну, человек шел там с пакетом из магазина, ну, посыпал человек мукой. Ну, правильно сделал, посыпал. Ну, может быть, я таким образом какое-то знание передал. Кто-то прислушается, да, к этим рекомендациям, в кавычках, да, и поступит более жестко. Нет, я не думаю, что это кто-то должен воспринимать как рекомендации. Более того, не рекомендую никого посыпать друг друга мукой. А дальше, вот опять же, прозвучало заявление от Исаева, что он якобы планирует в каком-то виде, в каком-то качестве участвовать в наших выборах. По сути, имеет ведь право? Ну, вы знаете, я могу над этим заявлением только поржать. Потому что, ну, давайте, окей, пусть Исаев поучаствует здесь в выборах. Мы посмотрим, сколько он наберет. Потому что, слушайте, дураков среди наших жителей тоже нет. Они прекрасно понимают и видят по его бегающим глазкам, зачем он сюда приехал. Вот Альберт спрашивает, да, если бы Минниханова обсыпали мукой, это было бы нормально? А вот я уверен, что Минниханова, кстати, никто не обсыпет мукой, потому что к него просто уважают, потому что он серьезный человек, а не, так сказать, маленький какой-то шулер. Ну, должны ли в этой ситуации правоохранительные органы реагировать? Все-таки нарушение, я не знаю, общественного порядка, да, банально, как бы это не приветствуется в законе. То есть физическое воздействие в том или ином виде. Если есть какая-то статья за посыпание Исаева мукой, то она, безусловно, должна тут быть применена. Никаких вопросов. Вот, кстати, в нашей студии прозвучало мнение общественника Азамата Гарина, что это вообще не наш стиль, не башкирский, да, что как бы жители Сибая ни за что бы не использовали продукт питания, муку, да, имея свою историческую память. И, возможно, это вообще какие-то заезжие гастролеры. Тогда вся эта конструкция, о которой мы говорим, она рушится. Слушай, я понятия не имею, кто там кого чем посыпал. Я в этот день в Сибае не был, поэтому, ну... Честно говоря, я не знаю. Ну, похоже, были люди на вполне себе таких жителей вот Сибая. Если конечно. Мы говорим, что у Радия Хабирова, в частности в Сибае, очень высокая поддержка, ну пусть бы приехал Исаев, там, я не знаю, какие-то свои там шаги, ролики записал, показал бы, ну какая-то дискуссия пошла бы. Ну кому от этого хуже было бы? Зачем? Знаете, а я думаю, что, скорее всего, примерно так оно и было бы, если бы не было там, знаете, нескольких шагов. Там же Исаев в своих соцсетях, он красиво стоял на какой-то горе, вот такой вот, как Салават Юлаев, там подняв руку и сказав, что я вот сейчас сибайцев всех спасу. Потом он что-то там написал про то, что сибайцы трусы, там, что они не поддерживают его. Вот, и потом сказал, что это не он писал, что это кто-то другой писал. Ну, в общем, это дело такое темное, это бог с ним. Но так или иначе, просто эта ситуация была спровоцирована. Как бы, ну, не надо как бы вставать красиво на гору и говорить, что все вокруг меня дураки, а я один такой-то спаситель сибайцев. Как бы, когда ты приехал, все понимают, для чего ты приехал. Сергей вас спрашивает, вы начали предвыборную кампанию Хабирова? Я вообще не собираюсь начинать. Я же не сотрудник штаба Хабирова, поэтому и он, по-моему, не начинал, и мне кажется, и не будет особо начинать.
То есть даже после официального старта не ожидается каких-то активных действий? Ну, смотрите, а ведь вообще, сейчас вообще вот вся эта выборная история, она совершенно по-другому работает. Вот у нас были губернаторы, которые с утра до вечера вели кампанию, там собрали технологов лучших, платили им деньги. Насколько мне известно, тут тоже очень много всяких разных супер выгодных коммерческих предложений было сделано и руководству Республики Башкортостан по поводу того, что давайте мы вам проведем кампанию, нет, мы вам проведем кампанию, давайте вы потратите тут 100 миллионов или 200 или 300. Вот. А я вот более чем убежден, что Хабиров ничего такого не будет делать, потому что, например, он не делал этого в Красногорске, когда у него предстояли там выборы. А выборы тоже для него были важные. Вот. Но, собственно, он прекрасно набрал там очень много голосов и без таких вот плакатов. Мы прервемся на новости. Я напомню, что в гостях нашей студии Ростислав Мурзаголов. Далеко не уходите. «13:30 в столице. Краткие новости на Эхе. В студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Взрыв в Академии имени Можайского не был террористическим актом. Обстоятельства дела установлены, и следствию уже известны все детали, утверждает спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. В свою очередь, источники Интерфакса, близкие к следствию, утверждают, что отрабатывается несколько версий. От неосторожного обращения со взрывчаткой до умышленного убийства. Среди возможных подозреваемых преподаватели, курсанты, а также технический персонал. В Компартии нет наследников, решение о новом лидере КПРФ будет приниматься коллективно, заявил журналистам Геннадий Зюганов. На вопрос о возможном преемнике он ответил: не дождетесь. В частности, Зюганов исключает возможность передачи власти в партии бывшему кандидату от коммунистов на президентских выборах Павлу Грудинину. Павел Николаевич не является членом КПРФ, а двоеженство в партии у нас запрещено, сказал Зюганов. Суд в Сан-Франциско отклонил апелляцию россиянина Романа Селезнева, осужденного в США за кибермошенничество. Теперь остаются два пути: рассчитывать на помилование президента США или обращаться в Верховный суд, рассказал ТАСС адвокат россиянина Игорь Литвак. В апреле 2017 года суд Сиэтла приговорил Романа Селезнева, сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева, к 27 годам заключения. По мнению американских властей, Селезнев возглавлял группировку хакеров, которая похитила больше $1 миллиарда. «Газпром» просит не распространять действие законопроекта об автономном Рунете на технологические сети предприятий. Об этом пишет газета «Коммерсант». Как отмечают в компании, подключение к таким сетям сторонних технических средств контроля нарушит принцип их изолированности и может привести к чрезвычайным ситуациям на объектах ТЭК. Сейчас законопроект находится на рассмотрении Госдумы. Он был принят в первом чтении в середине февраля. В Алжире празднуют уход в отставку главы государства Абделязиза Бутефлики, который был у власти 20 лет. 82-летний Бутефлика уведомил Конституционный совет, что уходит в отставку. Он решил не участвовать в пятых по счету выборах из-за массовых протестов в стране. Росздравнадзор объявил о прекращении поставок в Россию нескольких лекарственных средств, в их числе спрей для горла Септолет и Плюс. Такое решение принял производитель славянская фармацевтическая компания «Кырка». Кроме того, с 1 апреля 2020 года в Россию прекращаются поставки противоопухолевых препаратов Мюстафоран и Интрон-А. Это связано с производственными причинами, которые не имеют отношения к безопасности или к качеству препаратов. Ошибочные сигналы датчика угла атаки Боинга 737 МАКС могли стать причиной крушения самолета в Индонезии в конце октября прошлого года. Сам датчик перед полетом ремонтировался в Центре технического обслуживания самолетов во Флориде. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на содержание предварительного доклада следователей. В марте этого года другой Боинг 737 МАКС потерпел крушение в Эфиопии при схожих обстоятельствах. По оценкам Bloomberg, производителю самолетов, возможно, придется выплатить около $1 миллиарда компенсаций. В Москве этой ночью до -3 градусов, завтра днем до +10 и без осадков. Оксана Пашина, служба информации, Эхо Москвы. Все, чем живет башкирская благосфера, расскажет Евгения Куцуева в программе «Блок-аут». Каждый четверг в 14:35 на Эхе Москвы в Уфе. По понедельникам в студии «Эхо Москвы» в Уфе подводить итоги прошедшей недели будет Азамат Саитов и его гости. Каждый понедельник вместо программы «Персонально ваш» слушайте программу «Послесловие» с Азаматом Саитовым после 15 часов.
Открой для себя журнал «Дилетант». Узнай о правителях и полководцах, о великих художниках и музыкантах, о писателях и поэтах. Ознакомься с историей в комиксах и карикатурах. Стань интересным собеседником. Прочитай о новинках кино и литературы. Выясни, куда сходить и во что поиграть. Покупай журнал «Дилетант» в гипермаркетах и киосках печати нашего города. Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Паводок. Ташкын. Подготовка к паводку. Ташкынга әзерлек. Подготовка к паводку. Ташкынга әзерлек. На Павловской гидроэлектростанции завершена подготовка к паводку. Павловский гидроэлектростанциясында язгы ташкынга әзерлек эшләре тамамланган. На Павловской гидроэлектростанции завершена подготовка к паводку. Павловский гидроэлектростанциясында язгы ташкынга әзерлек эшләре тамамланган. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш» на «Эхе Москвы» в Уфе. У микрофона Руслан Валиев. Вместе со мной председатель Совета директоров акционерного общества «Башинформ» Ростислав Мурзагулов. Номер для ваших смс-сообщений и сообщений в Телеграме +7 927 304 10 51. Вопросов довольно много поступает. Мы к ним чуть позже обратимся. Хотел бы вот еще тему Сибая закругляя, уточнить. Ради Хабиров высказался по поводу газоанализаторов, которые использовали активисты. Якобы они там какие-то китайские или вьетнамские, непроверенные. Но активисты показали, они у нас нормальные, отечественные, сертифицированные и так далее. Где в Рио глава региона берет информацию такую неточную? Нет, не совсем удобно получилось. Смотрите, я еще раз, по поводу Сибая. Когда туда в полном составе приехал Совет по правам человека, и во главе с Цыпленковым, вы про Цыпленкова просто погуглите, сколько он в своей жизни крови выпил всевозможным политикам федерального масштаба, регионального масштаба и прочим остальным, потому что он такой. Потому что он активист, потому что он в этом разбирается. Когда они все дружно залезли в шахту, и всем этим активистам сказали: ребят, мы видим, что основные очаги потушены. Мы подтверждаем, что замеры, которые показывают, что сейчас сильно снизилось количество случаев превышения допустимой концентрации, в разы или, может быть, в десятки раз. Зачем еще копии ломать и придумывать, что нет, смотрите, газоанализатор, тут у него тут в одном месте стрелочка скакнула. Это, конечно, спекуляционные уже пошли вещи. То есть люди понимают, что к ним внимания сейчас станет меньше, что взаимодействовать глава города с ними станет меньше и так далее. Тут тоже, конечно, ребята передергивают. А на самом деле они неправы и неправильно поступают, потому что то, как они защищали интересы сибайцев, эти ребята из группы Сибай-Даши, это очень здорово было, потому что это то самое гражданское общество, которое сейчас тут с турникетами в Уфе боролось. И правильно боролось, потому что когда вы какую-то проблему поднимаете на обсуждение, и когда много народу аргументированно говорит, что это так, а это так, Хабиров просто всех слушает, тех, кто так говорит. И когда он видит, что это не инспирированная история, а именно аргументированная, как в случае что с турникетами, что с Сибай-Даши в начале их пути, потому что они били в колокола, а власть поначалу так пыталась сказать, что все нормально, там уже заиливание идет, и значит сейчас там мы все заилуем окончательно. И было понятно, что ничего они там не заилуют, пока Хабиров не приехал, не дал команду закрыть шахту, залить все к чертям собачьим. Они это спровоцировали, правильно сделали, потому что они были правы, и аргументированная была позиция. Сейчас аргументированная позиция, подтвержденная, наверное, самым авторитетным экспертом СПЧ в стране, что действительно основное потушено, и успокойтесь, просто дождитесь, когда пар перестанет идти. Нет, ребята, смотрите, тут скакнуло. Нет, не китайский, нет, вьетнамский. Ребят, серьезно, камон, вас позовут. Обязательно позовут. И в деятельность администрации позовут. И общественный совет по экологии создадут под вас. И что-то подобное сделают, потому что я знаю, как Хабиров в таких ситуациях работает, если с ним не пытаются работать выкручиванием рук, шантажом и чем-то подобным. Тогда будет как с Исаевым примерно, я думаю.
Вот Наиля вдогонку к вопросу о выборах уточняет, Хабиров обязан участвовать в дебатах с оппонентами и представлять гражданам Башкортостана свою программу кандидатов в президенты республики. А Ничего вы говорите, он не обязан. что избирательной кампании не будет. Он не обязан это делать, более того, и не собирается он это делать. Он будет дальше бегать по подъездам с веником. Вот, и это более правильно, это более нужно лично мне, как жителю Башкирии, улица Аврора, дом 9. Не, одно Поэтому... дело сейчас, когда мы работаем, другое дело, когда все-таки планируем свою жизнь на 5 лет. Наверное, программа должна быть все-таки. Цели какие-то, Нет, конечно. программа, безусловно, должна быть, но он не должен сидеть и там разглагольствовать о ней. Он должен эту программу показывать в действиях. Он должен там прийти вот на Аврору, дом 9, и там показывать, что он собирается делать с нашим микрорайоном. Мне вот это, например, как жителю Уфы, гораздо более нужно. Не знаю, как вам? Понятно, что это тоже нужно. Политический процесс, опять-таки, хотелось бы какой-то видеть все-таки. Дискуссия, чтобы была. Так дискуссия идет. Посмотрите, как бы, да, подчиненный Хабирова говорит, что я вот считаю, что правильно вводить турникеты. Вся Уфа встала на дыбы и говорит, нет, турникеты не нужны. Хабиров посмотрел внимательно, изучил позицию одного, позицию другого, сказал, нет, этот не прав, этот прав, хотя этот его сотрудник, а этот его, так сказать, оппонент. Вот я сегодня видел мнение, что это вообще многоходовочка. Сначала мы сделаем вот неправильно, потом придем на белом коне, скажем, слушай, ребята... таким идиотизмом Хабиров никогда не занимался и заниматься, я думаю, не планирует. Ну как это так? Как можно спланировать, что давайте мы сначала сделаем лажу, а вдруг потом не лажа победит лажу? Ну я реально не понимаю, как можно всерьез рассчитывать, что как бы в итоге позитива будет больше. А как бы у тебя позитивометр, что ли, был в начале? Вот серьезно. Я 22 года занимаюсь пиаром, я научился за эти годы понимать только одно, что я ничего в нем не понимаю. Потому что реально ты не понимаешь, как твой брошенный мячик, как бы какие круги по воде пустят. И всерьез рассчитывать, что мы сейчас получим вот такой результат, потому что в наше время, в это цифровое время, когда вообще каждую минуту меняется ситуация, когда великие все пиарщики, технологи, которые работали на Хиллари, проиграли этому человеку, который там считался седоклоуном в Америке, да, просто потому, что он уже понимал, как работать с соцсетями, а она вот уже не, она еще нет. Вот, понимаете, и в это время, типа думать, что нет, а я вот самый крутой, я знаю, что будет через пару, не знаю, недель или месяцев. Ну, не знаю, найдите мне такого пиарщика, я скажу, что он идиот. По поводу работы с соцсетями, вот опять же, да, те же соцсети пишут, что более 1500 пользователей заблокировано, забанено, да, в аккаунтах Радия Хабирова. Зачем это делается? Некое стерильное инфополе вводится? Слушайте, я не знаю, кого банит Хабиров, потому что это его аккаунт, и это он решает, кого банить, а кого нет. Но неужели лично? Ну это же сколько времени надо, я вот даже не успеваю. Я думаю, что это он делает, наверное, по дороге, когда едет с работы. Вот, это занимает немного времени, как бы, да, тем более за 4 месяца, там, даже несколько сотен или сколько там человек забанить, это несложно. Я подозреваю, что банит он только тех, кто либо занимается троллингом, либо просто ведет себя по-хамски. Потому что я вам объясню по одной простой причине. И правильно он это делает, если он это делает. Поскольку если ты разрешаешь себя троллить и хамить себя на ленте, то есть если у тебя лента превращается в такой селевой поток грязи, то на этом селевом потоке никогда не остановится нормальный человек. А нормальных людей 99,9 в периоде. И поэтому те люди, которые сели там и матюкаются и говорят, что «а я вот сейчас там тебя вызову реакции», ну, конечно, не должны вызывать никакой реакции, кроме бана. И потом смотрите, ну окей, даже если вы говорите 1000 человек там забанено, а вы знаете, что вообще-то как бы каждое его сообщение в соцсетях вызывает от 2 до 4 миллионов касаний. И знаете, то есть основные несколько миллионов человек никак себя так не проявили, а вот это 1000 проявило. И кто прав? Скажите, пожалуйста. Ну, возможно, это самые активные люди, которые действительно пытаются что-то выяснить, докопаться. Не. Активных там 1 миллион, только в сети ВКонтакте. Ну, люди зашли, почитали, 1 ушли. миллион людей, пишущих ВКонтакте. Контакт подсчитывает тех, кто пишет, Руслан. Угу. Поэтому 1 миллион активных. Давайте отсчитывать от этого 1 миллиона только ВКонтакте. Еще раз подчеркиваю. Добавьте туда еще где-то под миллиончик, наверное, будут все остальные соцсети. То есть вот, ладно, у нас 2 миллиона активно пишущих людей есть. Из них 1000 забаненных Хабировым. Вы допускаете, что действительно эта 1000 вела себя некорректно? Ну, кто-то наверняка, да. Ну, люди поэтому, могли высказываться наверное, он их нецензурно. заблокировал. Думаю, что он прав. А сколько людей отвечает за эту работу? За какое? Вот за это отслеживание и ведение соцсетей. Соцсети ведет он сам, еще раз говорю. А то, что касается инцидент-менеджмента, там в районе 10 человек. Просто вот в Рио губернатора Челябинской области недавно назначенный Текслер, по-моему, да, в первый же день там написал в соцсетях «ребята». Некоторые посты будут писать «мои ребята», и там будет хэштег «команда Текслера», и некоторые буду писать «я сам», и под ними буду подписываться, что я сам, чтобы вы понимали. Я думаю, что это неправильное решение. Я думаю, что то, что Хабиров пишет только исключительно сам, я думаю, что это очень неправильно. И я думаю, что ему так и надо делать, потому что жителей не интересует мнение какого-то чиновника, клерка, пресс-службиста и так далее. Да даже пусть там какого-нибудь нанятого дорогостоящего консультанта. Ему нужно мнение именно
именно губернатора, того человека, который отвечает за огромный пласт работы. Пока еще у нас государство устроено так, как оно устроено, пока не наступило цифровое благоденствие. Угу. Альберт вот спрашивает, для чего «Единая Россия» выдвинула других кандидатов? Ну, я так полагаю, он говорит про праймерис, которые сейчас стартуют. Не помню, почему, по-моему, они нескольких выдвинули. Вот как раз выдвинули там, да, значит, депутат Госдумы Байгускаров, там, значит, из «Опоры России» Николаева. Эта процедура вот как раз, она вообще для чего нужна, если так все понятно? Я к этой процедуре никакого касательства не имел, я занимаюсь тем, что в Башинформе заметки пишу. Соответственно, я могу предполагать, что, ну, прошли праймерис, люди, наверное, набрали какое-то количество баллов. Но, честно говоря, я не думаю, что у них есть какое-то ощущение, что кто-то из них может победить. Ну, праймерис начнется только. Наверное, ну, если только они будут за них голосовать. Ну, наверное, ну, как я в той логике, когда я говорю о том, что многие партии планируют принять участие, наверное, они таким образом хотят, так сказать, себя проявить, повысить свою узнаваемость, потому что их сейчас вот мы с вами цитируем, а так бы не стали. Ну, Хабиров будет ходить на эти праймерис, дискутировать с оппонентами, пусть даже внутри партии? Я не знаю, я вот эти партийные дела не лезу и лезть не хочу, потому что, честно говоря, у меня есть свое собственное отношение к этой партии. Как бы, и когда там запустил Рустем Ахмадинуров, что я стал его менять, это отношение была неправда, я просто вел семинар по цифровому обществу как раз. В качестве кандидата наук, нанятого консультанта. То есть отношение не самое? Ну, честно говоря, я с трудом могу хорошо относиться к чему-то такому искусственному. Да, Радий Фаритович относится к этому более, так сказать, с романтическим каким-то настроем, потому что вот у него были какие-то отношения, там кто-то в партии так, к нему отнесся, так сказать, по-товарищески, его там поддерживал когда-то, когда кто-то его пытался другой в этой же партии утопить. Ну, поэтому, наверное, вот он так не относится. Ну, я отношусь не по-другому на то, и демократия, чтобы по-разному к разным партиям относиться. Угу. Вот еще есть вопрос по поводу, опять же, тех же соцсетей, да. Ради Хабиров в одном из постов написал: ребята, шлите, пожалуйста, фотографии ям мне прямо сюда. Ну, то есть такой классический пример ручного управления. Да. А он ведь, если помните, он ведь сам писал, что да, пока у нас много ручного управления. Но я думаю, что если он пока вот в ручном режиме все это вот не будет подталкивать, пинать и тыкать всех вот носом в разные места, ничего не полетит. Я это видел в Красногорске, когда вот он все это начал делать, тоже все диву давались, зачем мэр там в резиновых сапогах лазает по парку. Там же мог походить, ну, хотя бы заммэр. Но он, когда полазал по этому парку, ужаснулся этим бомжатским лёжкам в центре города и просто понял, что да, мы должны потратить вот столько денег или там где-то их найти. Или когда мы с ним застряли в машине один раз в Красногорске. И мы его толкали руками, чтобы вылезти в том месте, где мы потом построили Митинскую дорогу, потому что мы просто поняли, что ну тут недалеко, да, что вот тут плывуны, да, но вот если вот так, то дорога будет, и это сильно облегчит, как правильно, жизнь людям. Соответственно, безусловно, ручное управление на этапе начала работы вот такой большой государственной машины, когда человек сам понюхал всю грязь везде, это очень правильно, потому что по-другому не будет работать, потому что любой чиновник, он устроен так, он будет смотреть, что до Бога высоко, до царя далеко, сделаю, так сказать, на 4 с минусом, и нормально. А на 5 он будет делать только в том случае, если он будет бояться, что сейчас приедет начальник и проверит, и сам спросит у людей, а почему вот эта дыра не залатана и вот это вот не оцифровано. Поэтому пусть цифруют, пусть латают, а он пусть проверяет. Вот Сергей тут продолжает, да? В каком подъезде можно увидеть Хабирова с веником, уточняет он, кстати говоря. Но я сейчас вам пришлю на мейл список подъездов, где Хабиров будет с веником ходить. Давайте напишите мне сразу после эфира. Для Уфы самый злободневный вопрос — турникеты. Вы серьезно? Боже мой. Я зачем на это отвечать? Нет, я знаю, какие есть проблемы в Уфе, и он знает прекрасно, и я не говорю о том, что это самая серьезная проблема. Кстати, вот турникеты, да, изначально, когда презентовали автобус Башавтотранса, он был с турникетом, и, в общем, ну, вот наблюдателям было очевидно, что это плохо. Но обычно же как делают? Вот, подгоняют что-то такое, как бы, к большому начальнику, говорят: посмотрите, какая красота. Ну, примерно так и было. Вот подходишь, кнопочку нажал, турникет так клюк туда, вот. Ну, большой начальник, он заходит, действительно, турникет, клюк, все красиво, все сверкает. Вот. И обычно большой начальник махает рукой и говорит: да, молодцы, давайте вперед. А потом люди мучаются там на входе в этот турникет. Вот. Но, собственно, ну, наверное, надо же не при помощи одной презентации решения принимать. И Хабиров, в общем-то, в тот день, когда была презентация, никаких решений не принял. Мы писали про это. И поэтому я хорошо это помню. Он посмотрел, плечами пожал, ушел, сказал, что будет изучать, всех соберет. Ну вот, всех собирает в итоге в пятницу, но еще до пятницы сказал, что извините, но нет. Угу. Ну, то есть теперь турникетов у нас точно не будет, а как будет, еще точно непонятно. Именно как в Москве? Я не знаю, я же не министр транспорта, слава богу, никакой не министр вообще. Угу. Так, значит,
Вопросы от наших слушателей продолжают поступать. Сейчас вот Азамат Ахметов спрашивает: ХК Салават Юлаев, почему бы нам не вернуть Быкова в клуб? Дорогой, но эффективный. Ну, знаете, я не отвечаю за хоккей. Так. Более того, я за результаты в футболе тоже не готов прямо полностью ручаться, поскольку я возглавляю всего лишь попечительский совет. И могу участвовать в решении каких-то вопросов отдельных, но все-таки есть главный тренер, для этого есть генеральный менеджер и прочие руководители клубов. Это большие системы, они на самом деле очень сложные. Я так получилось, что всю жизнь рядом с этим спортом нахожусь. Это ужасная, тяжелая нож, это чемодан без ручки, который каждый раз хочется выкинуть. Я ужом выкручивался и в этот раз для того, чтобы этим не заниматься. Но я понимаю, что если как бы уже глава республики говорит, делай, надо делать. А вообще, вы знаете, это, конечно, всегда такой очень сизифов труд. Вот, слушайте, вот не бежал Салават Юлаев, да? А вдруг раз и побежал. И сейчас в шаге от финала, да, и кто бы мог подумать. И вот почему, да, вот мы сейчас с вами можем хоть тут обгадаться, но вот психология игроков, вот какой-то, это, значит, огромный многокомплексный вопрос. Но самое ведь важное, что, посмотрите, в этом профессиональном спорте. Вот мы съездили в Москву, сыграли там с ЦСКА 2-2, и вот если просто посчитать количество касаний аудитории, вот мы говорим про инвестпотенциал, про то, что мы должны в Уфу привлекать людей высокого уровня, низкого, всякого разного. И вот с помощью одного матча мы получили такое количество передовиц, мы получили столько упоминаний, просто слово «Уфа» и «Башкирия» в ведущей федеральной прессе, которые мы не то, что там за этот несчастный миллиард, который мы тратим в бюджете республики, это копейки, а мы бы потратили десятки миллиардов на то, чтобы вот такой пиар получить. А мы его получаем постоянно, и мы, понимаете, мы на карте России есть. И в случае с хоккеем, и в случае с футболом. Поэтому Быков там, не Быков, вот пусть решают менеджеры клуба, хотя, конечно, они согласовывают это все в конце концов с нами. Но самое главное для нас, чтобы команды играли, чтобы они добивались результатов, пусть они будут в своих высших лигах. Тогда у нас будет и пиар, тогда у нас и детвора пойдет в спорт. А каждый раз, когда даже в Красногорске мы создали команду второй лиги, можете себе представить? И количество детей, занимающихся, не 300, а уже 800 на следующий год, понимаете? То есть плюс 500, это на Красногорска, который 300 тысяч, я напомню. А в республике, вот помножьте, да, и эти люди не в подвалах сидят, эти дети, не клей нюхают или не работают закладчиками, да, а они занимаются делом хорошим. Поэтому, конечно, это нужно делать. А уж Быков или не Быков, давайте мы там разберемся. Пусть Ренат, Рашид Джибаширов, на этот вопрос вам ответит. То есть у вас в этом смысле распределение, абсолютно, да? И никто не лезет ни в чьи другие сферы, это нехорошо. А на сегодня есть какие-то, я не знаю, замеры все-таки? Что популярнее у нас, хоккейный клуб или футбольная команда? Слушайте, да, популярнее футбол. Это как определили? Сейчас Ренат Рашид шабится, но посчитайте количество людей, которые находятся на стадионе. На стадионе всегда в среднем больше людей на футболе, чем на хоккее. И это несмотря на то, что хоккей — это центр города, удобная логистика, пивко, сидишь там в тепле, а там морозишься все места на футболе. Но просто футбол — это зрелище номер один в мире, даже не спорт номер один. Но с точки зрения элит, наверное, хоккей может быть и популярнее, потому что элита, наверное, предпочитает своих красивых вип-ложах. Не как Хабиров с детдомовцами, а там нормально с пивом, с женами. Раз уж мы заговорили о рейтингах, немного к серьезным, скажем, вопросам. Хотя, в принципе, спорт тоже серьезно, но все же, да, хотелось бы вернуться. В прошлый раз вы говорили, да, образно выражаясь, что рейтинг Хабирова подпирает потолок. Потом политологи, начали публиковать свои мысли на этот счет, что на самом деле не так, да, там 50% может быть. Но... Господи, я читал этого, как вы сказали, политолога, но, вы знаете, вот, честно говоря, для меня этот политолог, как политолог, перестал существовать после этого своего завирательного поста, потому что, слушайте, про рейтинг Хабирова в 50% может говорить либо идиот, либо негодяй, либо просто коррупционер. Вот пусть он сам для себя выберет, кто он из них. Смотрите, даже Рустем Ахмадинуров, выступая перед партийным активом, говорил, что у него рейтинг доверия выше 70. То есть, опять же, цифры не 90%. То есть не потолок подпирает. Хорошо, да. Причем это рейтинг доверия. Я бы сейчас мог вам рассказать, что я имею как бы некую опцию, пользоваться некими закрытыми опросами, которые проводят некие организации, к которым мы не имеем отношения, которые просто нам показывают. А эти организации какие? Авторитетные, я не знаю, на уровне страны? Авторитетнее нету. Я бы мог так сказать. К сожалению, не могу. Потому что они на то и закрыты, чтобы про них никто не говорил. А я вот про них знаю. Вы говорите о рейтинге доверия или именно об электоральном рейтинге? Я говорю о той моделяции голосования, которая проводится. То есть если бы выборы были в ближайшее воскресенье? Если бы были в ближайшее воскресенье, там бы был космос.
Ну, Да, конкурентов-то нет, понятно, может быть, если конкуренты сильные появились. Там как раз им дают конкурентов, там производится выбор там, из десятка человек, так что там моделируются выборы. То есть я думаю, что там вполне себе как бы похоже все это на тот день, который наступит 2 сентября. Но могу ошибаться, конечно, это только мое мнение. Вот радиослушатель опять же присылает вопрос про выборы 2 июня в Сибае. Что-нибудь слышали? Почему Нет, они ничего не не говорят? слышал. Слушайте, ну, у нас много муниципалитетов, в них много до выборов. Это же, я так понимаю, даже не выборы, а просто до выборов какие-то. Так. У нас 10 тысяч депутатов муниципальных. За судьбой каждого вот не слежу, простите уж. Ну, просто никто не анонсирует, в том числе Башинформ, вот, добавляет наш радиослушатель. Ну, слушайте, когда там есть до выборы одного из 10 тысяч человек по всей республике, пусть анонсирует там сибайский рабочий. Который входит в структуру. Ну, да, но я не обязан СМИ. об этом знать. Я председатель совета директоров, а не главный редактор сибайского рабочего. +7 927 304 10 51. Это номер для ваших смс-сообщений и сообщений в Телеграме. Значит, Совет по правам человека, да, который мы упомянули сегодня, опять же, возвращаясь к теме вот прошлой недели, он довольно-таки неожиданно, по мнению многих журналистов, оказался в Уфе. Никто не анонсировал, как-то все это оказалось вроде как будто и для властей неожиданно. Вот как-то можете прокомментировать? Ну, конечно, они не анонсируют свой приезд всем регионам, иначе все начали бы со страшной нечеловеческой силой готовиться и тут выстраивать потемкинские дворцы. Нет, правильно делают, а зачем информировать? А почему? Надо приезжать так Впервые вот, в истории Башкирии такое случилось. Ну, я не знаю, почему впервые такое случилось, но приехали посмотреть, проверить, удостовериться. Пусть приехали, правильно сделали. Это правильно? Это хорошо? Я это уверен, плюс? что, слушайте, ну, конечно, должна быть щука, чтобы караси-то не дремали. Они для того и существуют при президенте и имеют довольно большие полномочия и возможности. И, собственно, никого ничего не боятся и говорят все, что хотят. И если вы помните, там СПЧ, там Каляпин в Чечне там гонял всю республику, там многие другие в других регионах. И, собственно, ну, я думаю, что это очень правильно, конечно, потому что где-то кто-то может и подрасслабиться иначе. А есть уже какие-то конкретные, я не знаю, решения по самым там болевым точкам, которые здесь обсуждались? Или это будет? Ну, я не готов приводить все эти болевые точки, потому что я при всех обсуждениях не присутствовал, но при тех, которые я присутствовал, естественно, все принималось под козырек. И да, конечно, поправим, исправим, сделаем. А как еще реагировать, когда, если где-то действительно нарушены права человека, по-другому не надо реагировать? Вопрос от радиослушателя: выйдет ли 3-я часть Бабая «Всея Руси»? Обязательно, конечно. И у меня много задумок книжных и вообще творческих. Я очень люблю всем этим заниматься. И, честно говоря, с гораздо большим удовольствием занимаюсь этим. Вообще там по шкале всех там видов занятий, которые у меня в своей жизни есть, а их у меня много. Вот, наверное, на первом месте это преподавание, на втором как раз вот книжки. Вот, и дальше все остальное. Ну, какая-то работа уже по 3-й части ведется? Заготовки есть или только в мысли? Заготовки пока? есть по нескольким книжкам уже, но нужно очень много времени, чтобы они превратились реально в книжки. Поэтому вот когда выгонят в очередной сад откуда-нибудь и не перейду сразу куда-нибудь еще, тогда вот буду писать. То есть только после ухода с нынешней работы? Ну, просто физически невозможно это, потому что я нахожусь в безумном потоке информации круглые сутки. Там, ну, я когда в 3 часа ночи просыпаюсь, я обязательно беру все-таки в руки телефон, потому что я знаю, что там часто бывает то, на что нужно отреагировать. И поэтому в этом информационном потоке, ну, с одной стороны, существовать как бы в здравом уме как бы долго тяжело, с другой это интересно тоже, и меня это пока полностью как бы устраивает, мне интересно. Мы занимаемся тем, что реально помогает реальным людям, и это очень здорово. И более того, с точки зрения моих научных изысканий, я занимаюсь вот ровно проекцией того, что вообще будет со всем обществом в будущем. То есть как бы вот есть некая большая матрица, в которой мы находимся. Я имею в виду в хорошем смысле слова, не в смысле фильма «Матрица» сестер Вачовски, а я говорю о том, что как бы вот эта большая сеть, как вот этот вот, которая накроет всю планету через пару десятков лет уже, и мы станем таким одним большим единым мозгом, в общем-то, я думаю, что вот как бы так примерно там все и должно будет выглядеть. То есть сеть сама себя будет каким-то образом приводить в порядок и отдельным элементам, как бы, если что-то у них не так, помогать. То есть это очень круто, прям это очень заводит. Совсем недавно у Радия Хабирова был юбилей, и в сети появилось поздравление ваше. Сильный. Да. Смелый. Давал ли добро шеф изначально? Согласовывался ли текст? Нет, это был мой подарок. Я думал, что он должен его увидеть неожиданно. Вот, и, собственно, так примерно случилось. Ну, он посмеялся, нажал на селектор и сказал, типа, ну, прикольно. Ну и дальше что-то стали поработать. То есть прикольно и все.
Ну, а что там еще каких-то подробностей, а вот почему такие слова, а не другие? Глубокий анализ этого текста оставим троллям, как бы это все было записано за минут 40 во время репетиции к совершенно другой песне, поэтому, собственно, ну, прикол, он есть прикол. Вообще, это повторение прикола. Я этот прикол услышал, когда работал в ООН. Там была песня про одного из сотрудников ООН, которую написала тогда мало еще известная группа Илвис, такая норвежская. Вот. Они троллили своего же норвежского ООНовца. Вот, выходцы из Норвегии, который отвечал за, по-моему, мигрантов в Скандинавии. Вот, и они там его там всячески тоже, ну, там простебали, там, типа, вот, смотрите, он какой классный, вот он так плачет над проблемами детей, там, всяких. Он смотрит на карту с Джорджем Клуни. Вот. Ну, в ООН все очень хохотали, там вся система, по-моему, себе друг другу переслала этот ролик. Стал таким вирусом. Правильно мы ли понимаем, что у нас негативной реакции на этот клип было больше, чем позитивной? Абсолютно неправильно это понимаете, потому что там было много тысяч просмотров. Дизлайков довольно много. Из них дизлайков, ну да, я посчитал, 168 лайков, 134, по-моему. Вот, при этом... Пополам почти. Слушайте, ну это как бы всего вместе тех, кто дизлайкнул, 168 из 13 тысяч, я напоминаю, остальные все послушали. Ну, я думаю, что как бы улыбнулись и дальше пошли. Собственно, других задач у этого произведения искусств не было. На ваш взгляд, вообще подобная практика, она теперь будет подхвачена всеми уже под козырек? Не-не-не, она не под козырек, но она уже подхвачена. Я знаю несколько регионов, где люди также стали прикалываться. Это очень здорово. Регионов по России или районов Башкирии? По России и районы Башкирии тоже знаю, где тоже стали. То есть вот, ну, правда, после того, как фейсбучные тролли как бы меня потроллили чуть-чуть, как бы я к этому привык и только прикалываюсь над ними. Вот. В общем-то, ну, некоторые, может быть, не будут публиковать это дело. Хотя мне кажется, что надо публиковать, в этом тоже есть свой как бы кайф, потому что, ну, пусть смотрят, что чиновники тоже люди. Спасибо большое. Это был Ростислав Марзагулов. До свидания. Как-то ты резко.